Здравствуйте, я Артур Бязров, ведущий программы «Неудобная студия». Мы собираемся для обсуждения наиболее важных проблем Осетии. И сегодня мы будем говорить об актуальных вопросах национально-культурного развития остинского народа. Итак, у нас в гостях Руслан Александрович Кучиев, председатель Координационного совета Международного общественного движения Высший совет Остин. Тамерлан Таймуразович Камболов, доктор филологических наук, профессор Северо-Остинского государственного университета. Аслан Аркадьевич Цуцев, министр по вопросам национальных отношений Республики Северная Осетия Алания. И Ирина Ахсарбековна Накусова, начальник отдела национального образования и языковой политики Министерства образования и науки Республики Северная Осетия Алания. Здравствуйте, уважаемые гости, эксперты. Без сомнения, сохранение и развитие национальной культуры – это один из приоритетов государственной политики Республики Северная Осетия Алания. И вот последние несколько лет, буквально 3 года, пристальное внимание обращается этим вопросам. Была подготовлена программа национально-культурного развития Республики Северная Осетия Алания. На протяжении уже около 2 лет эта программа реализуется в республике. И, конечно, это связано с запросом, который есть в обществе. Действительно, есть у нас вопросы экономики, они очень важны, но вместе с тем есть вопросы и духовной сферы, национально-культурного развития, которые, на мой взгляд, не менее важны и которые тоже требуют своего решения, требуют постоянной работы и органов государственной власти, и общественных организаций. И, с другой стороны, есть определенный поток информации у нас в обществе, который действительно может нанести определенный вред духовно-нравственному развитию общества. И на это тоже необходимо, конечно, обращать внимание. И я предлагаю, чтобы мы сегодня обсудили все эти проблемы национально-культурного развития республики и сказали о том, что нужно сейчас для того, чтобы республика развивалась в этом ключе позитивно и положительно. И первый вопрос я бы хотел задать вам, Тамерлан Таймуразович. Как вы оценили современное состояние развития осетинской культуры и языка? И вообще, какие критерии у нас существуют для того, чтобы мы давали верную оценку этим явлениям? Ну, наиболее общий ответ на этот вопрос, наверное, будет заключаться в том, что мы находимся на переходной стадии. На стадии перехода от традиционного общества, рудименты которого еще встречаются, к счастью, в нашей жизни, к новому постиндустриальному, постинформационному обществу. И это сложный переход, через который прошли многие народы мира с разной степенью ущерба для своей национальной культуры. О степени сохранности национальной культуры, вернее, мы должны размежевать понятие традиционная культура и национальная культура. Традиционная культура – это культура традиционного общества, из которого мы уже выросли. И, в принципе, нормальное развитие социума предполагает, что традиционное общество, традиционная культура должна перерасти в национальную культуру, культуру современного общества. К сожалению, развитие событий в 20 веке, особенно во второй ее половине, привело к тому, что эта преемственность была прервана искусственно. Напомню, что во второй половине 20 века в Советском Союзе реализовывалась программа создания новой исторической общности советского народа. Соответственно, всем народам страны было предложено вместо их национальных культур единая идеологическая система, которая называлась «Моральный кодекс строителя коммунизма». Именно этот идеологический эрзац и служил тем заместителем, который должен был прийти на смену действительно разнообразным национальным культурам народов страны и стать единой базой для формирования нового человека, новой общности советского народа. При этом эта идеология реализовывалась очень грамотно. То есть я дам оценку этой идеологии, на мой взгляд, она была ущербна и привела к весьма негативным последствиям как для самой страны, так и для отдельных народов, проживавших в ней. Но реализовывалась... Именно ущербность в сфере национального развития, вы считаете? Конечно. И даже в сфере развития самого государства. Я думаю, что выкорчевывание национальных культур и, соответственно, формирование огромных масс людей, которые были лишены традиций, которые были лишены корней, они и были тем пушечным мясом, которое и выстрелило в 90-е годы.
Ну, как мне кажется, Тамерлан Таймуразович, многие бы с вами не согласились в том смысле, что действительно была какая-то определенная унификация, которая характерна для разных эпох и для разных государств, но вместе с тем развивалась у нас и национальная культура, национальная литература, очень много у нас издавалось разных книг. На сегодняшний день, как мне кажется, этого нет, мы еще идем в этом направлении, но мы не достигли того уровня. Вы правы, если речь идет о первой половине 20 века. Во второй половине 20 века мы имели уже некие инерционные результаты, то есть результаты инерционного еще движения по пути национально-культурного развития, но к 90-м годам мы уже получили результаты этой ассимиляционной политики. То есть 30 лет отсутствия преподавания родных языков в сфере образования в школах привело к значительному сокращению количества носителей родных языков, привело к тому, что престиж родных языков упал колоссально. И в конечном итоге это привело к тому, что мы имеем на сегодняшний день, то есть мы имеем значительное сокращение количества как раз писателей, поэтов, драматургов, пишущих на родных языках. Мы имеем очень высокий процент, скажем, представителей миноритарных народов страны, которые бы владели родным языком. А в совокупности это приводит к тому, что родные языки народов страны постепенно ушли практически только в сферу бытового общения. Но это та зона, в которой этим языкам уготована смерть. Если язык, а это вещь социальная, не имеет общественного употребления и общественного использования, язык неминуемо идет к своей гибели. То есть язык должен использоваться, язык должен быть функционален. Безусловно. И следует сказать, вот вы спросили о критериях, по которым оценивается состояние. В том, что касается языка, это достаточно разработанная тема в такой научной сфере, как социолингвистика. Существуют методы социального опроса, анкетирования и так далее, которые позволяют определить степень владения тем или иным языком населением. Значит, это исследование лично я проводил почти уже 20 лет назад по всем сферам использования языков, начиная от бытовой и кончая общественно-политической. Уровень владения языком, конечно, различается в зависимости от возраста, от половой принадлежности, от сферы занятости населения. Тем не менее, к сожалению, тенденция отрицательная. И совершенно не случайно наш осетинский язык попал в атлас языков мира, подготовленный Организацией Объединенных Наций по делам образования, науки и культуры, в число уязвимых языков. Ну, туда попали практически все языки народов Северного Кавказа, насколько я... Туда попали практически все языки Российской Федерации, кроме русского языка. Даже такие большие языки, разработанные и внедренные достаточно широко в общественную сферу, как татарский, башкирский, они тоже находятся в зоне уязвимых языков. Значит, те социологические исследования, которые проводились в последующие годы, показали, что динамика, как я уже сказал, к сожалению, отрицательная. И на сегодняшний день опросы показывают, что среди первоклассников осетинской национальности, которые пришли в школы Владикавказа в прошлом, в позапрошлом годах, не более 20% владеют родным языком. Приблизительно такой же показатель и в Беслане. Не намного лучше результаты в Ордоне. И если еще 10 лет назад мы могли успокаивать себя мыслью о том, что у нас есть наша резервная зона, это село, где осетинский язык сохраняет свою полифункциональность, сохраняет свои позиции и своих носителей, то, к сожалению, от этого утешительного вывода мы можем уже отказаться, потому что все шире информация и результаты опросов показывают, что растет в геометрической прогрессии число детей, которые приходят в детские сады или в школы, не владея родным языком в сельской местности. Ну, конечно, тенденции негативные. Это, наверное, должно подстегнуть нас для того, чтобы больше работали и органы госвласти, и все люди заинтересованные в этом, и общество в целом. Руслан Александрович, я бы хотел у вас спросить, нужна ли осетинская культура, язык вообще современному обществу?
Может быть, вопрос такой риторический, но в то же время, как мне кажется, многие задаются этим вопросом, потому что мы живем в условиях глобализации, есть мнение, что мы должны шагать ногу со временем, дети должны изучать английский язык, стремиться к чему-то лучшему, выезжать за пределы республики и так далее. Вот поэтому я хочу вас спросить. Вопрос правильный, потому что его задают многие, особенно молодые. И вот наблюдая за разными дискуссиями, диалогами, можно такой вывод сделать, что определенная часть молодежи, большей части молодежи, делает вывод, что а зачем нам вот эта культура, зачем нам сохранять Ахдау, когда можно брать пример с западных либеральных народов, Демократии. стран и жить нормально, хорошо, припеваючи. Но это неправильно, это в корне неправильно, потому что у каждого народа свои особенности, и мы никогда не станем швейцарцами, мы никогда не станем французами и англичанами и так далее. Мы осетины останемся осетинами, русские должны остаться русскими. И это только благодаря привязке к родной культуре, к традициям, к тому, я скажу так осетинским словом, фарну, который каждый народ за многие века своего существования, эволюции накопил. Как можно отказаться от того, что вот драгоценности, которые народ накопил в виде культурного наследия, национально-культурного наследия, как можно от этого отказаться? Другое мнение, что вот сейчас, привязываясь к каким-то старым нормам, Ахдау, каким-то понятиям старым, которые пришли к нам от наших предков, от наших отцов, дедов, это как бы возврат в прошлое. Иногда говорят, зачем нам вот возвращаться в Средневековье. В Средневековье и даже еще дальше нас возвращает отказ от определенных норм, от определенных ограничений, которые существуют в любом обществе. Если мы будем жить только вот установленными законами, хотя мы по законам никогда не жили, надо признаться самим себе, что здесь у нас к закону никогда не относились так, как относятся в той же Англии, в той же Швейцарии, в тех же Штатах, где закон – это всегда закон. Вот пусть каждый сам себя спросит, сколько раз ежедневно каждый из нас нарушаем закон. Много раз, включая меня самого, даже переходя улицу на красный свет. Но отказываясь от тех норм и от тех правил, от тех рычагов регулирования взаимоотношений в обществе, мы не вперед идем, мы возвращаемся. Возвращаемся в те времена, когда этого всего не было, и мы иногда наблюдаем на улицах, даже в социальных сетях, примеры, когда люди, думаешь, это вот ближе к человеческому или ближе к, извините меня, животному миру, вот такое поведение. И я думаю, что сохранение национальной культуры, сохранение наших корней – это единственно возможный и наиболее правильный путь в будущее. Без этого у нас будущего не будет. Без этого мы превратимся в аморфную массу, как пару лет назад говорил президент страны Путин, что народ, оторванный от своей культуры, он превращается в очень податливое для манипулирования извне какое-то вот общество, можно даже сказать массу какую-то, и это очень плохо. Поэтому я думаю, что это обязательно, это нужно понять каждому. Это все равно, что дерево пытаться вырасти без подпитки корней, без того, чтобы корни или обрубить их, или дать им высохнуть. Не может этого. Дерево тогда неминуемо высохнет и пойдет на дрова. То есть вы считаете, что сохранение духовных основ – это и есть путь к развитию общества, а не просто сохранение каких-то устоев, которые уже отжили свое? Артур, мы же говорим общество.
А общество – это что-то цельное, это что-то, которое Объединено чем-то. чем-то объединяется, что-то их держит вместе. Что, если не традиция, если не национальная культура? Что? Какие? Сегодня у нас много, у каждого разные цели. Мы хотим того, мы хотим, кто-то хочет другого. Сегодня наша проблема, я вам скажу больше. Вот я делаю такой вывод, что большинство наших проблем, в том числе и материальных, и социальных проблем, произрастают от того, что мы отошли от своей культуры традиционной, от того, что нас ничего больше не связывает. Мы перестаем быть консолидированным обществом, которое придерживается определенных каких-то норм, одинаковых для всех. Сегодня у нас один думает так, другой по-другому. Сегодня нас мало что связывает. То есть общество атомизируется, Да, на мой взгляд, этот процесс. мы превращаемся в какой-то аморфный набор индивидуумов, Индивидуализированное которые общество, живут да. по разным понятиям, по разным правилам. И нас сегодня очень сложно найти сегодня в обществе взаимопонимание. Если мы соберем людей и будем что-то обсуждать, очень трудно прийти к взаимопониманию. Только потому, что мы перестаем быть единым консолидированным обществом. Ну, на самом деле, как мне кажется, это уже в науке даже устоялось, тот тезис о том, что развитие культуры, развитие образования – это путь к развитию и государства, и в том числе даже экономики, потому что на сегодняшний день современная экономика – это экономика знаний, поэтому, вкладываясь в человеческий потенциал, мы развиваем и экономику, и все остальные сферы. Аслан Аркадьевич, я бы хотел у вас спросить. В 2018 году была принята программа национально-культурного развития астинского народа на 2018-2020 год. Она рассчитана. Как бы вы оценили, предварительно, наверное, можно подвести итоги реализации этой программы, и какую оценку бы вы дали? Какие мероприятия были реализованы в рамках этой программы? Ну, наверное, я позволю себе начать с того, вообще, почему эта программа появилась. Это вот в продолжении рассуждений Руслана Александровича, вопрос, который, Артур, вы задали относительно, нужна ли нам национальная культура. И сегодня, вот если мы хотим сохраниться как этнос в эпоху вот такого постиндустриального общества, о чем говорил Тамерлан Таймуразович, глобализации, конечно, наверное, если мы говорим о вот этих негативных, так сказать, тенденциях в области сохранения, в первую очередь, языка и традиционной культуры, то, наверное, это процесс неизбежный, утрата традиционной культуры. И очень хочется как-то подольше посопротивляться этой глобализации и тем утратам, которые она неизбежно несет, наверное, каждому народу, малым народам в особенности. Вот есть смысл сопротивляться этому, как Конечно, конечно. И этим вызвано, по большому счету, появление этой программы, потому что нас осетинами не делает ни сельское хозяйство, ни финансы, ни промышленность и так далее. Сегодня у нас сажают сады голландских яблок, я не знаю, интенсивные, и асфальт кладут по всей стране, по всему миру, и деньги везде есть, и так далее, и так далее. И в этом нет ничего национального. Это как раз вот такое наднациональное, транснациональное, если хотите. Но вот посопротивляться хочется, и хочется, чтобы как можно дольше мы сохранили свое самосознание этническое. Свое лицо. Ну, такое есть, да, русское слово «самость». Вот чтобы мы эту самость сохраняли. Мне часто приходится общаться с гостями республики, и думаю, всем нам это приходится часто. И я вижу, с какой завистью они говорят о каких-то вот таких сохранившихся традиционных вещах. Вот как у вас, вот какие вы молодцы, а вот у вас это, а вот у вас вот такое отношение к старшим, а вот у вас такое отношение в семье, там, и так далее, и так далее. Это очень важные вещи. И
программа эта появилась именно поэтому. Вот Тамерлан Таймуразович говорил о социологии, и в рамках, кстати, реализации именно этой программы мы каждый год проводим социологические исследования, и результаты плачевные, результаты очень печальные. Особенно это касается Владикавказа. Практически никто не читает остинскую литературу. Может быть, старшее поколение читает Разинад или Махдук. Да и в принципе, мне Люди кажется, среднего не читают возраста, литературу. молодые люди, не читают ничего. Там несколько вопросов в нашем исследовании было, так сказать, обстоятельно выявляющих вот эту ситуацию. Я так понимаю, что даже тот небольшой процент людей, которые говорят, что они читают остинскую литературу, а когда задается конкретный вопрос, что вы читаете, то это бывает Нартовский эпос или Костахи Тагуров. И я так понимаю, что это было прочитано когда-то в детстве, в школе, да. И сейчас никто не читает. Это ложь, что я читаю. Что читаешь? Костахи Тагурова. Ну вот не верю я в это. Может быть, 1% из тех, кто так ответил, говорит правду. Остальные просто не могут что-то другое назвать, кроме Нартовского эпоса и Костахи Тагурова. И поэтому, конечно, мы эту программу разработали, долго мы над ней трудились. Несколько раз инициатором был глава республики, несколько раз он встречался с нами, с разработчиками программы. У него какое-то вот свое видение, представление было об этой программе. Несколько раз он нам эту программу забраковал, заставил ее переделывать. Вот практически весь 17-й год мы занимались разработкой этой программы. Она большая, она сложная, потому что в ней несколько министерств и ведомств участники реализации этой программы. И вот подводя итоги, собственно говоря, такие первые, я могу сказать, что впервые была принята такая программа, и какие-то вещи, конечно, может быть, мы не очень рассчитали свои силы, замахнулись на что-то такое серьезное, глобальное. Это в части, скажем, взаимодействия с Южной Осетией. Мы какие-то предложения подготовили, программу подготовили. Мы создали и на юге, и на севере терминологические комиссии, экспертные комиссии. Но вот такого взаимодействия, которого хотелось бы нам, не получилось. Пока не получилось. Я надеюсь, что все-таки мы добьемся результата в этой области. Какие-то важные вещи, как выяснилось уже в ходе реализации в программе, не были прописаны. Но они нужны. Поэтому мы как бы уже в процессе реализации какие-то изменения туда вносили. Ну, например, встал вопрос о том, что сегодня не хватает осетиноязычных журналистов. Журналистов, которые пишут на остинском языке для печатных СМИ, которые хорошо говорят на остинском языке для того же телевидения нашего. А в чем проблема? Проблема в том, что когда-то на факультете журналистики в СОГУ было осетинское отделение, осетинская группа. Потом в связи с сокращением бюджетных мест эта группа была закрыта. И сегодня наш факультет журналистики таких специалистов не готовит. И мы пожинаем уже сегодня плоды вот отсутствия остиноязычных журналистов. Этот вопрос был поднят на заседании комиссии по сохранению остинского языка и литературы. И мы нашли средства вот в нашей программе для того, чтобы оплачивать учебу. Такой целевой набор. 5 человек министерство оплачивает подготовку специалистов на факультете журналистики именно осетиноговорящих. 5 человек один курс, вот второй курс опять 5 человек, и те, которые поступили в прошлом году, учатся на втором курсе. Сейчас вот в этом году опять 5 человек мы принимаем. Алагирский район, если я правильно сейчас помню, сам платит за 6-го студента. Вот. И вот этого в программе не было, но как бы вот жизнь показала необходимость
такого мероприятия. И мы его в эту программу Необходимость ввели. есть с учетом Да, того, что у нас да. национальное телевидение, безусловно. Вот. В общем, если говорить о, скажем так, финансовой составляющей, то ну, вот этот год немножко нам по всем известным эпидемиологическим причинам карты смешал. Ну вот буквально недавно мы обсуждали ход реализации программы с главой на комиссии нашей по сохранению и развитию осетинского языка. Глава поставил задачу, чтобы до конца года все запланированные мероприятия были проведены. И мы их, конечно, проведем. Вот, поэтому, скажем так, финансовая составляющая будет выполнена полностью. Ну вот относительно мероприятий, как я сказал, какие-то нам провести не удалось, а какие-то появились, которые Новые запланированы не мероприятия, были. да. Да. Ну, как мне кажется, плоды вот этой политики и реализации этой программы мы увидим не сразу. Это не даст какого-то мгновенного эффекта, это будет рассчитано на ближайшие годы. Ну, дело в том, что если мы десятилетиями губили собственную традиционную культуру и собственный язык, то за один день, конечно, мы эту ситуацию не исправим. А нужно, чтобы понимать, где выход, нужно вообще понимать, где мы находимся. Поэтому, значит, надо самому себе честно говорить, в каком состоянии сегодня находится наш язык и наша культура, и понимать, так сказать, вот, уровень нашего падения для того, чтобы потом правильный вектор наметить, куда выходить. Когда сегодня, особенно вот Руслан Александрович знает, упреки мы слышим, что на остинском надо в семье говорить, надо дома говорить, и тогда будет с языком все в порядке. А как дома говорить, если, скажем, добрая половина моих ровесников, если только половина, а не больше, они не владеют сегодня остинским языком. Это та ситуация, которая сложилась в 70-е годы, вот о чем говорил Тамерлан Таймуразович, и даже чуть раньше, когда просто, значит, ну, не нужен был никому остинский язык, причем это даже может быть не на государственном уровне, потому что именно на государственном уровне еще какое-то функционирование языков было, даже, наверное, лучше, чем сейчас. У меня, например, свидетельство о рождении на 2 языках. И, Ну, и в паспорте запись и была. трудовая книжка моего отца тоже лежит у меня дома, которая на 2 языках. Сегодня этого нет. Ну, о потере языка говорил еще Гадят Ищека, он писал в своих произведениях. Начало 20 века, да. он уже говорил об этом, заявлял об этом, что мы должны сохранить язык, что идет этот процесс. Вот. Поэтому, если сегодня родители не знают остинского языка, они и не могут научить своих детей. И это важная задача государственная сегодня – помочь найти выход из этой ситуации. Они хотят, но не могут. Руслан Александрович, вы хотели, как мне кажется, что-то сказать, дополнить? Ну, вот сюда я добавлю насчет языка. Действительно, сегодня ситуация очень-очень нелицеприятная, хотя какие-то вот последнее время, и в том числе благодаря вот этой программе, благодаря вот усилиям Тамерлан Тамерлана Таймуразовича, министерства, много сделано, но все равно мы сегодня, если по результатам смотреть, мы сегодня еще на очень таком плачевном состоянии. Если я пройду сегодня по дворам вечером многоэтажных домов, то я нигде осетинской речи от детей не услышу. Все играют, все по 20-30 детей, 50 детей, и совершенно нигде я не услышу осетинской речи. Мне это бывает очень, очень тяжело констатировать. Поэтому эти дети, когда вырастут, они совершенно не будут владеть, и мы потеряем язык. А с потерей языка, как в свое время писал Васо Абаев, прекращает свое существование народ. Культура. Да, и культура, народ. соответственно, и народ, да, наш язык, наша Налва и культура. атом вот прекращается. И вот это нужно как бы всем знать, и, я не знаю, убеждать, принуждать, наверное, какими-то другими методами сегодня надо работать. И
Я считаю, что если государство, вот Тамерлан Тамерланович правильно сказал, это в мое время, когда я учился в школе, насильно изгнали родной язык из школы, я сам ни одного дня его не изучал в школе. В Алагирской школе я ни одного дня осетинский язык не проходил. И мои ровесники сегодня тоже в таком же... Они не могут писать, они не могут читать. А это человека отрезали от национальной культуры. Если я совершенно ничего не умею читать, вот откуда я это все буду знать. Сегодня, мне кажется, на государственном же уровне этот пробел нужно максимально восполнять. Ну и общество должно, я полностью согласен, Естественно. осознать это. Без осознания государству тоже будет тяжело. Общество тоже должно осознать, но государство опять же должно помочь и подтолкнуть это общество к тому, чтобы осознать. Тамерлан Таймуразович. Да, я хотел бы отреагировать на некоторые комментарии в выступлении Аслана Аркадьевича. Дело в том, что, формулируя цель этой программы, прозвучала фраза, которая несколько раз она прозвучала, которая, честно говоря, резанула меня по душе. Посопротивляться глобализационным процессам, процессам ассимиляции и так далее. Вот в самой этой формулировке, на мой взгляд, сквозит некая обреченность. То есть мы посопротивляемся, но не факт того, что мы победим. Вот мне кажется, что целью программы все-таки является не сопротивление ассимиляционным процессам, и это тоже, но создание гарантий того, что осетинский язык будет, и осетинская национальная культура будут жить в веках. И это реализуемо. То есть просто Сохранение и развитие. Собственно, в названии цель определена. Конечно. Сохранение и развитие. Поэтому надо изучать мировой опыт, что мы делаем. Надо смотреть, что делается в других странах для ревитализации, для возвращения к жизни родных языков. Посмотреть опыт, смотреть опыт Шотландии, Успешно, Уэльса, кстати говоря, как мне кажется. бритонского языка во Франции, значит, фрисского языка в Голландии и других языков, которые смогли вернуть себе достойное поле деятельности и в которых они обеспечили гарантии своего выживания. То есть это реализуемо. И программа... Несмотря на всю глобализацию, несмотря Конечно, на все более глобализационные того, процессы. Значит, этапы глобализации снижаются. И все больше и больше в разных совершенно странах мира растет сопротивление этой самой глобализации. Поэтому я думаю, что это временное явление. Маятник исторического развития сейчас качнул во второй половине 20 века, в начале 21-го в сторону унификации, глобализации, но дошел уже до предела, и сейчас он постепенно возвращается в исходное положение. В положение, в котором все понимают, что будущее человечества, может быть, его достойное и цивилизованное, может быть обеспечено только при сохранении языкового и культурного разнообразия, которое является ресурсом развития вообще человеческой цивилизации, его гуманитарного, культурного развития. Поэтому Осетия не должна себя дать обмануть вот этим процессом, этому неверию. Мы должны создать условия, гарантирующие сохранение и развитие осетинского языка и культуры. И главным элементом этой системы является создание системы национального образования. Если мы создадим такую систему, в которой десятки детских садов в Северной Осетии будут функционировать на осетинском языке, в которых десятки школ будут на начальной ступени использовать осетинский язык в качестве языка обучения и воспитания, мы создадим стопроцентные гарантии того, что осетинский язык выйдет потом за пределы системы образования во все остальные общественные сферы, вернется в семью и школы, а не как некоторые постулируют, что и То есть не семья, а потом школа, а сначала школа, потом... К сожалению, в институтах социализации семья сейчас играет не первую, не вторую, даже не третью роль. Главную роль в институтах, общественных институтах социализации играет сфера образования. Поэтому открытие Аланской гимназии, перевод около 50 детских садов на осетинский язык обучения и воспитания,
более десятка школ, которые сейчас функционируют на осетинском языке. Это и есть то направление главного удара, в котором мы должны идти. Если мы не сломимся, если мы убедим и родителей, и учительскую общественность в том, что на них лежит ответственность за судьбу осетинского языка, культуры и народа, покажем хорошие результаты полилингвального обучения и таким образом обеспечим и запрос на такой вид обучения в последующие годы и поколения, мы создадим гарантии сохранения развития осетинского языка. То есть вы убеждены в том, что ситуацию можно переломить и обеспечить сохранение развития? Убежден абсолютно. Может быть, не в ближнесрочной перспективе, но в среднесрочной перспективе? Это должно занять пару десятилетий, пока выйдут из системы образования новые поколения осетиноязычных детей, которые получат образование на смешанной осетинско-русской языковой основе. И из них мы получим новые поколения осетинских писателей, поэтов, драматургов, артистов, деятелей культуры и так далее. Спасибо. Ирина Ахсарбековна, я у вас хотел спросить, как раз Тамерлан Таймуразович затронул очень важную тему, это тема полилингвального обучения. Ну, сколько я знаю, Тамерлан Таймуразович был автором, разработчиком этой системы. Один из авторов. Одним из авторов, да, разработчиков этой системы полилингвального обучения в дошкольных учреждениях, в детских садах. И действительно, конечно, сохранение, развитие осетинского языка, вообще мышление на осетинском языке, изучение осетинского языка начинается во многом именно с детских садов. И вот я бы хотел у вас спросить, вот уже на протяжении нескольких лет реализуется эта программа, вот, система полилингвального обучения в детских садах. Вот можно ли подводить какие-то предварительные итоги и что мы сейчас получили? В этом направлении Министерством образования совместно и с кафедрой ЮНЕСКО, и совместно и с другими общественными организациями, в частности с Высшим Советом Осетин, проводится большая ежедневная работа. Почему совместно? Потому что в отдельности Министерство образования, конечно, тоже, наверное, не достигнет таких высоких результатов, а совместно у нас это все, конечно, получится. Полилингвальная модель, она чем хороша, это все рассказал нам Тамерлан Таймуразович, полностью я с ним согласна. Я рада, что эта модель реализовывается у нас в республике. Конечно, мы встречаем и негативные отношения со стороны родителей, но мы проводим большую работу с родителями. Мы информационную и убеждаем родителей, и рассказываем, и доказываем, почему мы встречаем вот этот негатив со стороны родителей. Потому что родители сами, к сожалению, сегодня не разговаривают на осетинском языке. А раз родители не разговаривают на осетинском языке, соответственно, им трудно работать и разговаривать дома. То есть они убеждают нас в том, что дома они получат то образование на осетинском языке, которое считают достаточным. Естественно, мы не согласны с этим мнением. Значит, мы в рамках данной программы разработали свою дорожную карту, и ежегодно в рамках этой дорожной карты по 9 дошкольных образовательных учреждений и по 9 школ должны подключаться к данной модели образования. То есть открываются группы в детских садах, открываются классы в школах. Вот в следующем году мы уже планируем, что классов станет намного больше. Почему? Потому что уже пойдут выпуски из детских садов. То есть эти группы мы прикрепляем определенно к школам и планируем, что также группами они пойдут вот в эти школы. Конечно, на протяжении всего учебного года мы проводим и мониторинги, мы проводим и отслеживаем все режимные моменты. Это касается и детских садов, это касается и школ. Мы составили рабочую группу. В состав рабочей группы входят не только представители министерства, но и кафедры ЮНЕСКО, и Высшего Совета Осетин. И по графику мы посещаем, анализируем, что же достигнуто, и какие же препятствия, и что, над чем нам надо еще поработать. Здесь могу сказать еще, проблема в чем? Проблема в том, что и многие воспитатели, и многие учителя не готовы работать по этой модели. Но и здесь мы
значит, облегчили задачу. Почему? Потому что ежегодно на кафедре ЮНЕСКО проводятся курсы повышения квалификации, где собираются все воспитатели и все учителя, которые работают по данной модели, встречаются с авторами учебников полилингвальных, и авторы то есть рассказывают, читают лекции, и, конечно, это все закрепляется практической частью. То есть нельзя сказать, что вот мы открыли полилингвальный класс, полилингвальную группу, и на этом вот забыли. Нет, это все отслеживается. Конечно, есть и достигнуты хорошие результаты, но если говорить о высоких результатах, могу сказать только про Аланскую гимназию. Почему? Потому что там дети с утра до вечера, а вы понимаете, что языковая среда и что абсолютно все преподаватели разговаривают на остинском языке, и дети, то есть вот слышат вот эту красивую литературную остинскую речь, и они уже тоже стараются. То есть высокие результаты, показатели у нас хорошие в Аланской гимназии. В Аланской гимназии, насколько я знаю, учатся с 1 по 5 класс, да? Нет, пока нет у нас пятых классов. Сейчас третьи классы переходят в 4 класс, то есть начальная школа. Это в будущем году мы, конечно, планируем все дальше у нас продолжится. Вот. В детских садах тоже лучше всего в пригородном районе, я вам хочу сказать. Почему? Потому что там вот, например, если брать Гизельский детский сад, то вы скажете, хорошо, это село, а там разговаривают все на остинском. Ну и пусть. Но в селах тоже определенная проблема существует, и мы об этом говорили. То есть мы работаем в этом направлении, мы стараемся, и, конечно, останавливаться на достигнутом не будем, будем продолжать. А, Ирина Ахсабирова, вы сказали о том, что каждый год на систему полилингвального обучения переходит 9 школ и 9 детских садов. Да. Вот, Это по всей республике. по всей республике. То есть на сегодняшний день уже несколько десятков таких детских садов. Да, детских садов у нас намного больше, меньше, конечно, школ. Почему? Потому что в школах обучение и деление групп на владеющие, не владеющие, и вообще на изучение языка, это по желанию родителей. Есть у нас такие родители, к сожалению, которые не хотят, чтобы дети изучали остинский язык. То есть вот здесь мы встречаем вот эту определенную проблему. Почему я говорю о том, что в следующем году у нас показатели должны быть выше, потому что эти группы выйдут, и у нас уже, естественно, пойдет набор будет больше. Ну, это то, о чем мы говорили, в принципе. Родители часто, многие родители, ну не все, мне кажется, их меньшинство абсолютно, считают, что лучше ребенок будет изучать английский язык, чем он будет тратить время на изучение остинского языка. Но я бы хотел у вас спросить, вот родители, они вообще знают о том, что эта система внедряется в детских садах? Вот я сам общаюсь, в принципе, со своими ровесниками вокруг, вижу людей, у них дети, естественно, в детских садах, но они отдают в детский сад ребенка по совершенно другим критериям. Там лучше смотрят, там лучше кормят и так далее, лучше детский сад и так далее. А вот о том, знают ли они вообще о том, что данная система внедряется вот в этом детском саду? Конечно, мы проводим широкую информационную работу, мы не раз выступали на телевидении, мы выезжаем в районы, мы собираемся с родителями, я же говорю, мы доносим это все до родителей и говорим только о плюсах. А здесь о минусах говорить не приходится, здесь нет никаких минусов, здесь только плюсы. То есть наша главная задача сохранить язык. А сохранить мы ее можем только тогда, когда наши дети начнут разговаривать. То есть вот это мы все объясняем, вроде бы соглашаются. Аслан Аркадьевич, я бы хотел у вас спросить, вы говорили о программе национально-культурного развития остинского народа. Она заканчивается, эта программа, в этом году, в 2020 году. А что дальше? Вот планируются ли какие-то, может быть, принятие новой программы, какие-то мероприятия, вот, направленные на национально-культурное развитие остинского народа? Конечно, мы уже сейчас активно работаем над новой программой. Глава поставил задачу продления программы, но я думаю, что это простое решение продлить программу. Я думаю, что мы себе задачу немножко усложним. Мы продлевать не будем программу, которая заканчивается в этом году.
а мы примем новую программу. Сейчас работа, как я сказал, активно ведется. На 21-25, теперь на 5 лет мы планируем принятие программы. Мы попросили, направили письма всем участникам нынешним этой государственной программы с просьбой, обратились представить их предложения. То есть, скажем, вот Министерство образования или Министерство культуры или Комитету по печати изнутри виднее, что получается, что нужно добавить, какую работу над ошибками провести. Мы получили предложения практически от всех участников, за исключением Комитета по туризму. Они себя не нашли в этой программе, и они сказали, что они в новой программе участвовать не будут. Но даже шире мы через социальные сети и нашу официальную страницу министерства обратились ко всем заинтересованным лицам, включая общественные организации, которые вот работают в сфере, значит, культуры, национальной политики и так далее, дать предложение в эту программу. Я могу сказать, что действительно мы увидели такое заинтересованное отношение, и мы получили очень интересные предложения, скажем, от Федерации национальных видов спорта, ИРОН Федерации. Мы получили очень интересные предложения от театра «Амран». У них практически готовый проект из спектакля «Остров сокровищ» на остинском языке. Мы, конечно, поддержим эти предложения, эти мероприятия будут в программу внесены. Вот. То есть работа ведется, и до конца этого года это на самом деле достаточно сложная работа. Это касается и финансирования программы, мероприятий, то есть их нужно все посчитать, сколько это будет стоить. Вот. И сейчас такую работу мы ведем. До конца года новая программа будет принята. Я попрошу наших режиссеров, чтобы они подготовили нам результаты опроса. А пока, Руслан Александрович, вы хотели также высказаться. Два слова добавлю. Вот я бы хотел, чтобы наша программа и вообще наша работа была нацелена в республике на то, чтобы у нас сегодня, вот мы Аланскую гимназию приводим в пример, я очень часто там бываю и держу себя в курсе всего, что там происходит. Эти результаты, они очень хорошие. Аслан Аркадьевич правильно сказал, и министерство тоже подтвердит. Они очень положительные. Дети очень на хорошем уровне, значит, владеют всеми предметами и изучают их во всяком случае, не хуже, чем в любой другой школе. И вместе с этим они обучаются на осетинском языке, на родном языке, и отлично им владеют. Но нужно идти к тому, чтобы этих аланских гимназий у нас было много. Не одна аланская гимназия, которую мы приводим в пример, а было их много. Нужно добиться того, чтобы аланская гимназия была в каждом районе, может быть, и в городе хотя бы 4-5. Вот к этому нужно идти. И здесь второй момент, который я бы хотел подчеркнуть, потому что коллеги сказали, очень важна здесь государственная поддержка. Поддержка не только здесь, на нашем республиканском уровне, а поддержка это должна быть стройная, целенаправленная, выверенная политика государственная российского государства, потому что в любом случае, я абсолютно в этом уверен, не сомневаюсь нисколько, что укрепление традиционной национальной культуры регионов обычно и неминуемо ведет к укреплению российской государственности. Безусловно. Нельзя воспитать патриота, который оторван от родной культуры. Это космополит. Из него патриота не сделаешь. Патриот только получается из того, можно воспитать из того юноши или девушки, которые привязаны, которые любят родное. И через любовь к своему родному они идут к любви и уважению ко всему, что окружает, к государству. Приведите всех наших героев в пример. Вот сейчас взять героев войны, героев вот еще царских времен. Они все были плотно
прочно привязаны к национальной культуре. Безусловно. Отсюда идет патриотизм. А сейчас я бы хотел, чтобы мы вернулись к нашему опросу. Итак, телеканалом «Осетия Рыштом» был проведен опрос с участником сообщества в социальных сетях. Был задан следующий вопрос. Нужны ли в Осетии дополнительные школы с преимущественным обучением на осетинском языке? Мы как раз об этом говорили, об этой теме. И очень важно, чтобы мы поэтому в этой связи, чтобы мы посмотрели на результаты этого опроса. И вот какие результаты мы получили. Да, это необходимо, так ответило 65,8% участников сообщества. Нет, так ответило 22,7%. Затрудняюсь ответить, так ответило 11,5% участников сообщества. Руслан Александрович, я бы хотел с вас начать. Вот как бы вы прокомментировали результат этого опроса? Вот смотрите, с одной стороны, большинство, подавляющее большинство все-таки осознают необходимость в том, чтобы создавались новые школы дополнительно, да, с преимущественным обучением на осетинском языке. 65% так ответило. С другой стороны, 22% против создания дополнительных школ с преимущественным обучением на осетинском языке. Вы знаете, вот я обратил внимание, 2 года назад мы проводили анкетирование. Такой же опрос в интернете, в котором приняли участие около 7 тысяч человек. И мы получили приблизительно такие же данные. Вопрос был, если у вас в районе будет Аланская гимназия, вы туда своего ребенка отдадите? И около 70% сказали уверенно «да». Нам это, то есть это говорит о потребности в национальном образовании, в полилингвальном обучении. Люди этого хотят. Есть запрос общества. Запрос общества, несомненно, есть, в этом даже сомневаться не нужно. И нам всем нужно делать, особенно вот на государственном уровне, я еще раз подчеркну, нужно предпринимать такие шаги, чтобы этот запрос удовлетворить, чтобы помочь действительно семьям, которые не могут по какой-то причине дать это образование, дать возможность детям разговаривать. Хотя скажем честно, что очень много родителей, которые чисто говорят на осетинском, на иронском, на дигорском, выходцы из сел, даже многие из них со своими детьми разговаривают дома на русском языке. Я вот этих родителей понять никогда не могу и никогда не оправдаю. Но есть люди, которые действительно, они не владеют, и они не могут дать то, чем они сами не владеют. И в этом случае эта система, она единственный возможный путь к тому, чтобы, вот коллеги правильно сказали, чтобы выровнять это положение. То есть вы считаете, что в принципе те проценты, которые были показаны, те результаты, они отражают реальный запрос к нашему обществу? Абсолютно, не сомневаюсь. Тамерлан Таймуразович, как бы вы прокомментировали? С одной стороны, действительно, подавляющее большинство общества поддерживает ту систему, которая внедряется у нас постепенно, да, систему полилингвального обучения, создание дополнительных школ каких-то с преимущественным обучением на осетинском языке. С другой стороны, почти что каждый четвертый высказался против. Ну, на самом деле, это хорошее соотношение. Дело в том, что в любом обществе есть, скажем, новаторы, есть имитаторы. То есть есть новаторы, которые привносят в общество инновации, которые дают импульс для развития. И есть подражатели, имитаторы, то есть те, которые подражают общей превалирующей тенденции, значит, движения общества. Ну, согласитесь, что далеко не каждый наш согражданин думает о таких абстрактных вещах, как судьба народа, как его будущее языка, будущее культуры. Многие заняты решением своих личных проблем. И требовать от рядового обывателя, чтобы он загружал себя подобного рода информацией и размышлениями, бесполезно. Поэтому я отношу вот те 22%, которые, значит, не считают необходимым это делать, к числу вот этих самых обывателей, которые не задумываются о роли, о судьбе осетинского языка и национальной культуры. Тем более, что вот мне неизвестно, среди опрашиваемых были представители только осетинской национальности или вообще жители республики? Ну, опрашиваемые это были участники сообщества в социальных сетях. Мы, конечно, не претендуем на полную репрезентативность, да, что это социальные сети. Как мне кажется, большинство это
более молодого возраста, ну, наверняка там есть разные национальности. Ну, этот фактор тоже следует учитывать, потому что если при опросе не было дифференциации по национальному признаку, и опрос проводился, так сказать, широким фронтом, то вполне возможно, что в число тех, кто затруднился ответить особенно, а также в число тех, которые высказались против системы полилингвального образования, вполне могут быть люди, которых эта система не касается, что называется, которые идут в обычную русскоязычную школу и которые не собираются отдавать ребенка ни в какую полилингвальную. Поэтому это даже, я бы сказал, заниженный, может быть, какой-то процент. То есть, я правильно вас понял, в целом вы оцениваете результаты этого опроса удовлетворительно? Вот именно удовлетворительно. Знаете почему? Потому что у меня есть соображения и по первой цифре, по 65%. Дело в том, что вопрос... Одно дело, когда вопрос ставится абстрактно, а вот если бы перед вами стояла дилемма и так далее, как бы вы поступили? Человек, принимающий решение даже в анонимной анкете, где, вот сказать, у него рука не поднимается ставить «нет», потому что это противоречит каким-то его внутренним убеждениям. Но, к сожалению, когда речь уже идет о конкретных поступках, когда надо конкретно принимать решение, отдавать ли ребенка в полилингвальную школу или в такую привычную русскоязычную школу, далеко не факт, что эти 65% примут такое же положительное решение. Аслан Аркадьевич, как бы вы прокомментировали результаты этого опроса? Ну, наверное, я соглашусь с оценкой удовлетворительно, с определенной долей скепсиса относительно цифр. Ну, вот эти 22,7%, которые ответили «нет», мне кажется, что во многом их выбор определен неким страхом, на мой взгляд, совершенно неоправданным. Я сам знаю таких людей, которые говорят, вот дома у нас на осетинском разговаривают, этого вполне достаточно. Пусть идет в русскую школу, пусть учится на русском языке, чтобы он хорошо выучился, чтобы он потом сдал хорошо ЕГЭ и поступил в какой-то хороший вуз. Почему-то вот такое какое-то консервативное старое мнение о том, что достаточно дома говорить на осетинском, и осетинский дальше Ильхотова не нужен, оно все-таки существует сегодня. И вот во многом выбор этих людей, я уверен, определен вот таким ничем не оправданным совершенно страхом, что ребенок, который учится на осетинском, будет плохо знать русский язык. Его везде окружает русский язык. Я знаю такую семью в Алагире, где дома все говорят на осетинском языке, а самый младший пацанчик, который постоянно смотрит на планшете мультики и так далее, он говорит на русском лучше, чем на осетинском, хотя дома все говорят на осетинском. Вот окружение в любом случае Имеет значение. так или иначе заставит его выучить русский язык. Жизнь заставит его выучить русский язык. Поэтому этот страх совершенно ничем не оправдан, я повторюсь. Но в целом, если 65% хотя бы теоретически согласны, что нам нужны осетиноязычные школы, где преподавание будет на осетинском языке, я считаю, что это неплохая цифра. Ирина Авсарбекова, как бы вы прокомментировали результаты этого опроса? Я очень так глубоко задумалась, какую оценку бы я поставила. Я думаю, что можно повысить эти результаты в лучшую сторону. То есть процент людей, которые будут считать, что это необходимо, можно улучшить. Почему? Потому что вот коллеги говорят сегодня о том, что действительно родители думают, что достаточно, если мы дома разговариваем на осетинском языке, пусть ходит в русскую школу. Но они не понимают, что вот эта полилингвальная модель, она хороша тем, что ребенок прекрасно будет разговаривать как на осетинском языке, так и на русском языке. А для того, чтобы родители это все-таки поняли, действительно нам надо большую информационную работу проводить вот через средства массовой информации. И, наверное, все-таки, да, и, наверное, только тогда мы можем убедить родителей в обратном. То есть я считаю, что в национальной школе, окончив национальную школу, то есть вот
такую как Аланская гимназия, дети прекрасно смогут стать и ЕГЭ, и ОГЭ, и ЕГЭ, и поступить в ведущие вузы нашего государства. То есть здесь все-таки нужно сделать вывод такой, что есть над чем поработать. И мы будем в этом направлении, конечно, Двигаться дальше. двигаться дальше, да. У нас время подошло к концу. К сожалению, я бы хотел поблагодарить вас не только за участие в программе, но и за ту большую работу, которую вы проводите в направлении национально-культурного развития и остинского народа, и других народов, которые живут у нас в республике. Каждый на своем уровне эту работу проводит. И я бы тоже подвел какие-то итоги. Действительно, очень важно, чтобы мы оценили то состояние, в котором мы сегодня находимся. Есть определенные негативные тенденции, и нельзя об этом не сказать для того, чтобы верно выстраивать дальнейшую политику и как-то работать в направлении улучшения ситуации. И действительно, у нас есть определенные положительные, позитивные тенденции именно в государственной политике. И система, которая создается полилингвального обучения и создание школы, в частности, Аланской гимназии, может быть, другие школы в перспективе будут создаваться с преимущественным обучением на остинском языке. Все это, как мне кажется, даст свои положительные результаты. И я полностью согласен, это в наших силах переломить ситуацию и сделать так, чтобы в дальнейшем действительно наши дети говорили уже на остинском языке. Спасибо вам большое. Это была программа «Неудобная студия». Встретимся через неделю. До свидания.